Гонение религии в СССР надо хорошо понимать. Вот у людей нашего поколения, у наших родителей. Когда говорят про СССР, имеют в виду Хрущебеса. Так вот, какие были достижения Хрущебеса за 7 мирных лет, с 56 по 63 год включительно. Были ликвидированы в СССР 3/4 монастырей, 4/5 православных семинарий, а если говорить об моей иудейской конфессии, которые верующие просто сильнейшим образом поведели ввиду отнюдь не сталинских репрессий, а ввиду того, что традиционно еврейское население было истреблено на западной части СССР. Они минимально уехали в эвакуацию. Именно традиционная часть населения. Так вот, было 160 синагог на 20-й съезд, и осталось меньше 90 к 64 году. И все они существовали до конца Советского Союза. То есть вот эти небольшие, как говорится, но сплоченные общины существовали. Это было именно силовое закрытие. Вот так отличился Хрущебес. Это были гонения именно на верующих советских людей. Как вы верно отметили, как раз таки следили, чтобы не допускать антисоветские элементы, руководство общин, религиозных церквей и т.д. И против них Хрущебес развязал свой безумный поход против религии. Покойный Троцкий был бы очень этому рад. Ведь Троцкий в 30-е годы из эмиграции писал, что в Советском Союзе прекратился штурм земли и небес. Штурм земли прекратился в том плане, что крестьянство вовсе не истребили как класс, колхозникам оставили их приусадебные участки, живность, дома, остались сельские жители на своей земле. И в Советской Конституции религия вовсе не была поставлена вне закона, была провозглашена свобода совести. Вы про это еще скажете. Вот я, допустим, изучал в прошлом году материалы о том, как в Ильянском районе тогда еще, потом он уже стал, вошел в Вилейский район, но тогда в Илье было 2 православных церкви. Свято-Ильинская и Свято-Иосифовская. И вот механизм, как закрывалась церковь. То есть Свято-Иосифская церковь имела несколько прописных церквей. То есть в соседних деревнях были церквушки, которые работали по несколько дней в году. Либо там надо отпеть покойника, либо еще что-то такое. И на престольные праздники там тоже шло богослужение. То есть несколько буквально этих служб в каждой церкви было. И вот где-то в 60-х годах начинают создавать комиссии по осмотру зданий этих церквей. Соответственно, здание деревянное, оно гниет, имеет свойства, и сразу фундамент растресканный, стены, там 3 венца гнилых, шипа на крыше прохудилась, там то-то, то-то, то-то. Составляют список и делается ремонт. Какой может быть ремонт, когда все христиане ни копейки с душой нету? Денег на ремонт нету, значит все, этот протокол подписывают, дают для ознакомления батюшке. Батюшка, что ж, согласен, как же иначе. И признают церковь в аварийном состоянии, районный совет народных депутатов, он утверждает, и с райисполкома, районного совета этих народных депутатов пересылают в областной совет. И в областном совете принимают решение закрыть церковь и здание использовать по своему усмотрению. Да, было там одна церквушка, передали в школу, потому что детей было много, и вот одно из зданий церкви, я там смотрел, перешло в школу, и вот так вот в течение нескольких месяцев позакрывали все приписные церкви. А потом взялись за саму Илью. Ильи было 2 церкви, одна 828 года поменьше размера, а вторая была построена в 1939 году, новенькая, что называется, все, она, по-моему, там на 200 человек была. То есть это на 150, а это новая на 200 человек. И вот
взвесили, сколько прихожан в одной церкви, сколько в другой, сколько денег дает одна церковь, сколько другая. Ну, короче, вот, взвесили, и вот эту Свято-Иосифскую церковь закрыли. И точно такой же механизм. Единственное, что уже, если приписные церкви стояли в этом в областном совете на учете, то сама церковь уже была вот это, Совет министров СССР. Там вот комиссия была по церквям, уже сами церкви и их приходы стояли именно уже на учете СССР, ну, при Совете министров СССР. Ну и все, и вот так вот получается в течение неполного года, за полгода позакрывали все прописные церкви Иосифской, которые были, и саму Иосифскую церковь или закрыли. То есть механизм был отлажен, четко работал, составлял комиссию, потом еще рядышком, чтобы там Вязань деревня. Что делают? Как закрывать? Письмо от комсомольцев. Вот такие-сякие верующие, звон колоколов мешают уроки учить, мы комсомольцы. Ну, скажем, как бы механизмы эти, они активно в 20-е годы были, когда, ну, собственно, шла борьба за власти, за установление. Да. А тут именно мирные годы, именно советские люди верующие, нет уже эксплуататорских классов, нету никаких, и наоборот, самые законопослушные, верные советские граждане, это были верующие люди. В частности, скажем, под конфессией этих баптисты, они не пили, не курили, работали все образцово, были на досках почета. И когда против них начался поход, собственно говоря, взрастили в людях вот новосозданную ненависть. Полное соответствие теории Грамши. Пункт номер 1. Уничтожение традиций. Традиции это за веру царя Отечества. То есть традиции были уничтожались. Здесь маленький вот момент, как говорится, с возрастом информация накапливается. Вот меня отец рассказывал, как при немцах с костела колокола снимали немцы на переплавку, потом как вот у Вязани снимали тоже колокольню, бульдозер, трактор подогнали тросами и сломили этот купол, который был. Ну так вот, когда, говорят, в Прозоровском костеле снимали колокола 4 человека, все они, 3 человека скончались не своей смертью, а 4-й отсидел потом на местах не столь отдаленных, и потом, ну, знаете же, раньше как интернет, что бабки были на скамейке, которые, и вот он там плакал за свою жизнь, бабки, это тебе колокола, боженька. Ну и, соответственно, когда в Вязани вот, убирали эти купол с колокольни, основное действующее лицо, которое собирало и местных жителей, и учителей, чтобы они пришли посмотреть, он вроде бы от рака помер, и один, ну, как тогда что рак как такового болезнь была диковинку, ну вот он, говорит, в муках умирал. Ну, это Божий промысел. Да. Но интересно посмотреть, когда мы говорим о гибридной войне, да, как бы вот откуда растут ноги чего, да, как вы сказали в начале, что сейчас в открытую идет и это ЛГБТ, и пропаганда против религии, и очернение социализма и советского прошлого. Вот посмотрим, вот это хрущебесие против религии, которая запомнилась всем людям, не только религиозным верующим, да, там, стрикли, но всем, кто как-то около традиций своей был, ну и, соответственно, в моем народе, по моей вере, да, запомнились вот эти жуткие годы хрущебесия, вот этот удар по религии. А между тем, либерастическое сообщество помнит хрущебеса, и для них его слякоть, это оттепель. Но подождите, вы же такие за свободу, вы же против это самое, против державного кулака, который там крушит веру и всякое такое. Подождите, перед вами разыгралось такое действие на просторах всего Советского Союза. Такой беспредел, такие дикие преследования. Мало кто знает, в 1961 году было постановление
ЦК запрет выпечки мацы в Советском Союзе. Запрет выпечки мацы как таковой. Сделал мацу, значит, ты не даешь идти в светлое будущее. Ну и это было первое решение после того, как турнули Все просто. Хрущева, отменить вот это. Всё Это просто. было полное безумие. А где либерастическое сообщество? Для них Хрущев остается лялечкой. Все просто. Потому что он У был... них логика простая. То, что плохо для СССР, хорошо для либерастов. Да. То, что хорошо для СССР, плохо Но я для вам, них. товарищи дорогие, я хочу тут обратить ваше внимание, может быть, вы со мной согласитесь или нет, но у меня картина тут вырисовывается очень простая. Каков общий знаменатель вот этих либерастов, которые ходили ходором, как там еврей, который заискивает перед паном, по-моему, какого-то поэта или какой-то песни украинской, там перед паном Хвёдором ходит мошка ходором. И задком, и перед паном Хвёдорком. Так вот, как либерасты ходили перед Хрущевым как-то, что общего? У них, у ЛГБТшников, все. Это антидуховность. Против Советского Союза восстала либерасня, именно потому, что Советский Союз провозглашал духовные идеалы. И понятно, что когда говорят, что люди шли в бой за советскую родину, за идеалы коммунизма, они шли не за более прогрессивные средства, способ производства тот или другой. И какие-то общественно-экономические отношения. Они шли именно за духовные идеалы, которые стасовались с традиционными духовными идеалами нашего вот этого евразийского пространства. Ну, иначе не назовешь, да? Как бы, которое включает православные народы России и Белоруссии, католиков Белоруссии, мусульманские народы Средней Азии, так? Вот. И именно антидуховность – это лозунг. И ЛГБТ, и либерасни, и всех этих. И претензии к Советскому Союзу были не за то, что что-то где-то подавлялось, а что целое общество поставило идеалы во главу угла. Это не значит, что каждый человек живет в соответствии с ними, да. Идеальных обществ нет по определению. Идеалы капитализма отодвинули. Но есть общество, которое движимо идеалами. А идеалы эти, вот тут мы точно попали в точку, Александр Степанович. Идеалы бывают духовные, либо антидуховные. Посредине нет. Или духовные, или антидуховные. Идеал капитализма – это антидуховное. Раньше, вот, допустим, я еще в школе, когда учился, в главу угла, вот, типа, развитие, совершенствование человека, там, допустим, в человеке все должно быть прекрасно, там, физическое развитие. Человек как член общества. Да. Как член Да. общества. Да. А сейчас чего учат? Успешные. Будьте Индивидуальные. успешны. Тут и child free. Да. Как точно, если для людей важно урвать из миски, с одной миски трое едят, никогда не будет желанным четвертых их миски. Как к миске приложиться? Ну, то есть как вообще? Вот и просто откуда идет child free. Из идеалов антидуховности. Любое качество жизни, любая нация начинается с великой идеи. Есть великая идея, есть нация, есть качество жизни. Нет великой идеи, все. Вот что делалось, уничтожалась великая идея коммунистическая. Но качество жизни это тоже прямо противоположное понятие сегодня. Кто-то считает, что вот качество жизни у нас в Беларуси, что у нас не увидишь на улицах гей-парадов и драк Квин. Да. Сразу подбегут милиционеры, отвезут в Губотик, он еще прочешет фотографии 20-го года, а скорее всего там найдет. Да. Но и не появляются вообще. И качество жизни стало вообще у нас просто великолепное. А в Западной Европе люди считают вот качество жизни такой веселый, чудесный на несколько дней гей-парад. У них это весело, хорошо. Все просто. Да. Значит, убери То есть у нас качество, ЛГБТ, да. и БЧБесы исчезнут. Их просто не будет. Ну, это напоминает сказанное Горьким в 1934 году. Так оно же Что бессмертное, не если, пьяно. что если убрать гомосексуализм, мы уничтожим фашизм. Ну, это было у него уже немножко... Ночь длинных ножей это перевернуло. Но до ночи длинных ножей это была точная картина нацистского сообщества в Германии. Ну да. И ничего не меняется. Песня все та же. Да.
Вот. Года идут, столетия идут, а ведь ничего, вы Очень важно находить именно вот эти сообразующие, связывающие точки. Потому что, скажем, сегодня молодой человек у нас в Беларуси, который, он не знает всю эту совокупность знаний и фактологических, которые у нас есть, и которые мы знаем, так сказать, еще жившие в советском обществе, слыхавшие от родителей, да. Ну, пример, скажем, репрессиям, да, вот моя мать последние несколько классов училась, ее отец был военный, приезжали периодически, ну, долго жили в Витебске, потом последний класс она училась в Смоленске. В общем, с этих двух последних классов из всех парней вернулся один живой на костылях с войны. Да. С другой стороны, вот с этих двух классов, я точно не помню, у кого-то из детей был репрессирован кто-то из родителей, ну, отец, очевидно. Вот просто мы видим сопоставление тяжести испытаний, которые пережил советский народ. А уже человек, который родился в Беларуси 20 лет назад, 15-25, это для него уже темный лес эти вещи. Как ему найти себя в этом? По крайней мере, очень важно показывать. Оно должно быть систематизировано, оно должно быть в учебниках истории. Как идет красная нить насаждения антидуховности, и как идет красная нить борьбы трудового народа за свое существование и за свои духовные идеалы. Это должно быть составлено в ясные, прямые, чтобы молодые люди это посмотрели, увидели и действительно в этой мозаике себя осознали. По поводу учебника истории 9 класса, который сейчас изучают в школе, я главу о Великой Отечественной войне на 28 страниц, по-моему, сделал аналитический обзор на 32 страницы. Ну, вот так вот, к слову. Это Ну, как у нас есть в интернете краткий ваш обзор, да, мы снимали тогда на научно-общественной конференции нашей. Вот. Ну, товарищи, мы сегодня собрались на такой, можно сказать, застроенной диалоговой площадке. Наметили много интересных моментов, которые нам предстоит разработать, обсудить. Мы надеемся, что научное сообщество Беларуси, общественных наук, истории, социальных наук будут идти в русле изучения тех моментов, которые мы поднимем. маловероятно. Мы надеемся на интерес, как минимум, Института истории, Института философии, Академии наук к изучению этих вопросов. Они обладают ресурсами, они обладают научными кадрами, которых надо встряхнуть. Как рекомендовал еще покойный ученый Петриков, начать смотреть в новой обстановке, просветленным взглядом на прежние события, будучи полностью свободны уже в плане, так сказать, свободы убеждений, академической свободы, начать переосмыслять прошлое и перестать вешать плюсы и минусы на плюсы. Ну, на этом. Надежду никто не отменял. Да. Все, до свидания. Будем работать. Да, будем работать. До новых встреч.